Добрый вечер. Добрый вечер, телезрители. Те, кто подключились к нам сейчас, кто не видел первую часть нашего большого сегодняшнего ток-шоу, мы говорили о списке 47. Это часть вторая. Мы переходим к борьбе за наших политзаключенных, которые в застенках Кремля. Здесь тоже будет вопрос и опрос, который будет сейчас и в Фейсбуке, и телефонными звонками. Я прошу режиссеров вывести на экран. Достаточно ли делает Украина для освобождения своих политзаключенных? Да или нет? Мы целенаправленно спровоцировали вопросом именно что Украина, потому что мы говорим не только о власти, а о каждом из нас. Достаточно ли мы все делаем для того, чтобы вернуть наших граждан? Тот же вопрос в телефонном вопросе. Достаточно ли делает Украина для освобождения своих политзаключенных? В конце эфира мы узнаем, как отреагировали граждане Украины на эти вопросы. Я, как обычно, не представляю гостей. Это будем делать в момент эфира. Все люди политически значимые в этой студии. Давайте начнем с сюжета. Сенцов и другие политзаключенные, которые удерживаются Кремлем. Олег Сенцов, кинорежиссер и сценарист. Человек, имя которого нынче на слуху у всего мира. Родился, жил и работал в Симферополе. В начале мая 2014 года, после аннексии полуострова, Сенцов и его товарищи были задержаны ФСБ по подозрению в терроризме, подготовке взрывов самодельных взрывных устройств возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года, а также поджогах офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля. Олегу Сенцову были предъявлены обвинения в создании террористического сообщества, совершении 2 террористических актов, приготовлении к совершению 2 террористических актов, а также в 2 эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ. 25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В октябре 2017 года режиссер этапирован в исправительную колонию номер 8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги. С каждым днем все больше стран призывают Россию освободить его. А 14 мая нынешнего года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения – освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России. В официальных списках Киева их 64. 54 из них были задержаны в Крыму, и 36 из них являются крымскими татарами. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко еще в конце мая заявила, что Украина готова передать Российской Федерации 23 россиян для освобождения украинских политзаключенных. Я напомню, как развивались события со времен 2014 года после аннексии Крыма. Оказались в застенках Кремля несколько наших граждан. Вначале это все нарастало. Блокады, и тогда мы пытались активизировать все эти события, насколько смогли. Ахтем Чийгоз с застенков через Николая Полозова об этом вещал и говорил о том, что нужно освободить, что это незаконно, это антигуманно, в международном плане противозаконно. Но потом как-то все это стихло, и сейчас вот мы уже имеем то, что мы имеем, то, что сами политзаключенные, объявив голодовку, взывают о помощи и в освобождении всех политзаключенных. Поэтому мы сегодня участвуем вместе с ними в том, что передаем огласке те вещи, которые с ними происходят. Этот эфир посвящен освобождению, хоть частичному, в информационном плане хотя бы, но освобождению их из застенков Кремля. С нами сегодня Климент, вы архиепископ Симферопольский и Крымский, я правильно вас представил? Вы прям непосредственно к этому эфиру приехали прямо с Крыма сейчас. Так. Я знаю, что вы хотели встретиться с Олегом и ездили, и договаривались. У вас получилось что-то? Ні. На початку того тижня разом з адвокатом Дмитром Діндзе і найкращим другом Олега Аскольдом ми поїхали до Саліхарда, а потім до Лабытнанги в колонію «Білий ведмедь». Святіший Патріарх звернувся до керівництва
Філарет. Святіший патріарх Філарет Української православної церкви Київського патріархату звернувся до керівництва колонії «Білий ведмедь», щоб мене допустили і щоб Олег зміг поспілкуватися зі мною. Коли ми приїхали, це було несподівано для всіх. Перший день дуже тяжкий був, намагалися цю зустріч не допустити. Що відбувалося за загорожею, там, де знаходиться Олег, я не знаю. Але на вечір Олег написав прохання до керівництва колонії про те, що він хотів би зі мною зустрітися. На другий день, у вівторок, я спілкувався з начальником колонії. Ми спілкувалися десь 40 хвилин. Мені повідомили через те, що я не маю певних документів, які потрібно подати згідно 14 статті, пункт 4 Кримінально-ісправительного кодексу, то я не можу його відвідати. Суть цієї статті полягає в тому, що від мене, як від керівника релігійної організації, вимагалися документи, які би свідчили, що на території Криму легально зареєстрована релігійна організація Українська православна церква Київського патріархату за російським законодавством. Ми не зареєстровані. Не зареєстровані. Не зареєстровані. З 2014 року я воюю з нашим Міністерством культури і Департаментом по справах релігій, бо коли все починалося, я в 2014 році... На материке ви маєте? На материке. З нашим Ніщуком і Юрошем. Вот. З 2014 року, коли все починалося, я просив, щоб Міністерство, Кабмін, ми зверталися тоді до Яценюка навіть, щоб він був прем'єром, щоб вони розробили положення, що і як треба робити керівнику релігійної організації на території Крим. Мені сказали, що ніяких положень не буде. Прийшов час, майже все майно, майже всю єпархію я втратив, тому що великий тиск іде. Зараз саме щось страшне, з тими самими проблемами, з якими я штовхаюся щодня в Криму, зараз така сама проблема з владикою Сергієм в Донецьку. Він знаходиться на материковій Україні, але на той частині другої, там знаходяться парафії Київського патріархату, які так само не визначений статус. І тільки зараз, як мені сказали, десь тиждень тому, Кабмін України буде розглядати закон або положення, що нам діяти. Вибачте мене. Зараз ми поговоримо об этом. І да. зараз я хотів би закінчити думку. Да. І виходить, що я не тільки втратив парафію, але я сьогодні і не зміг надати допомогу. А стан Олега дуже критичний. Це вже не якась То есть вы не увидели агітація. с Олегом, получается, он сам не захотел? Зараз я не побачив Олега, але з керівництвом ми визначили, що мені треба зробити. На території Росії діють парафії Київського патріархату, в Білгородській області, Московській області. Зараз адвокати, які ведуть справу Олега, мені допоможуть з адвокатами, які узгодять ці питання юридичные в Российской Федерации. Спасибо. Но вы сказали, Олег, не знаете где. Вот он в ВК-8, Лабытанги, вот Ямал-Ненецкий автономный. Я имел в виду другое, что не смог увидеться. Отець Климент совершенно... Я був, але нас не пустили. Не те, що я не знаю. Я не знаю, в якому він стані, бо я його не побачив. Але я спілкувався з керівництвом. Хорошо, сейчас вот тот вопрос, который вы сейчас начали говорить. Вот у нас есть заместитель министра юстиции, пожалуйста, прошу любить и жаловать, Сергей Петухов. Он еще и в том числе и замминистра, отвечающий за евроинтеграцию. Я правильно сказал все? Поэтому один такий замміністра в 2014 році, який мені сказав, що Крим же взагалі нам не належить. Чому будемо тому я не знаю. Нет, если есть, сейчас мы это же даем в эфире, об этом сейчас вся Украина узнает, что вас не зарегистрировали. В чем мы сможем помочь, мы поможем. Нічим, мені зараз реєстрація вже не потрібна, якщо чесно. Я думаю, что это отец Климент очень эмоционально говорит об этой ситуации. Я думаю, что саму епархию отец Климент никогда не потеряет, потому что сопротивление украинцев, православных христиан, Украинской православной церкви, она никуда не делась. Другое дело, говоря вот тем языком, которым там происходит беспредел, там отжали имущество у епархии. Оно началось буквально с 2014 года. И цель была, я уже неоднократно об этом говорил, не дать возможности
объединить усилия по невосприятию оккупации двух групп населения. Крымские татары, это были недоговорные, они сразу себе это определили. А вот то, что украинцы начали объединяться в этих приходах, Конечно. говорить на своем языке, говорить и получать информацию на оккупированной территории, это для России это и есть вот самое страшное в этих процессах, что в Крыму происходит. Не можем оформить, ну, потому что оккупированная территория. То, что положение нужно какое-то разработать и при каких-то обстоятельствах через суды и международные в очередной раз этих бандитов по религиозному принципу, значит, по насилию против религии, по вот этому вот беззаконию против религии, бандитизму, да, подавать надо, и надо государству Украины эти вопросы очень широко представлять на международной арене. Но регистрироваться, это вот вчера не пустили спецпредставителя по пыткам, тоже на таком же основании, что он не прошел аккредитацию официальную в России. Если мы будем идти на поводу правил России, мы будем каждый раз давать повод международному сообществу отходить от актуализации оккупированной территории Крым. Поэтому тут, к сожалению, будут какие-то, может быть, еще нужно будет разработать ряд каких-то положений для того, чтобы каким-то образом влиять вот на тот беспредел, который творится сегодня в России в спекулятивных. Саволов, давайте вот что. И у нас есть Николай Ползов, который непосредственно работает с документами, является адвокатом. Кстати, можно поздравить Николая, он сейчас еще украинский адвокат, потому что есть уже посвящение, то есть украинского адвоката. Вот это вот, да, спасибо, что поддержали. Николаю нужна ваша поддержка обязательно тоже, да. Вот эта вот статья 205, которая инкриминируется вообще не только Сенцову, еще и Кольченко, да, и всем ребятам, которые проходят по этому делу, она отличается от той статьи, по которой сделал Чайгоз, 212 и 205, часть прим, по-моему, да, у Сенцова. Да. Защита предполагает совершенно разные, получается, способы борьбы, так? Проблема в том, что 205-я статья, в которой обвиняют и Олега Сенцова, и Александра Кольченко, и уже несколько десятков крымских татар, это обвинение в совершении террористических актов, участие в деятельности террористических организаций. И здесь важно понимать, что у Кремля на эту статью есть определенный пунктик. Потому что, по сути, восхождение Путина к власти декларировалось как борьба с терроризмом. Я напомню, что он приходил к власти в Москве под взрывы домов, да, затем он уничтожал Северный Кавказ. И если по другим каким-то статьям, да, если речь идет об убийствах, о массовых беспорядках или еще о чем-то, о бандитизме. То есть это для него идеология? Это для него... Это идеология, это пунктик. И, скажем так, разговоры о какой-то выдаче людей, которых обвинили в этой статье, в этой деятельности, они могут столкнуться, ну, скажем так, с серьезной стеной непонимания в Кремле. Чем она вызвана? Что это будет для него? Он боится, что те люди, которые ловили его или которые инсценировали вот это вот все, его вот это вот так называемые взрывы, они каким-то образом будут по-другому реагировать? Или он хочет, чтобы эти люди были вообще в его стране всегда? Вот были политзаключенные. Ну, понимаете, какая штука? Для того, чтобы удерживать власть, нужно насаждать страх. Ага, то есть это страх. Да, люди больше всего боятся чего? Терактов. Да, что внезапно кто-то взорвется или что-то такое произойдет. Поэтому, когда произошла оккупация Крыма, когда Кремль напал на восток Украины, начали как грибы расти вот эти вот дела, связанные с терроризмом. Вот эти сотрудники ФСБ, а терроризм – это подследственность ФСБ, они себе делают карьеры на этом. То есть это удержание власти Путиным, фактически. Безусловно. То есть это его такой мост. Спасибо. Николай, у нас есть Аскольд Куров, который все-таки, в отличие от Климента, добрался все-таки туда. И давайте послушаем его. У нас, вот он. Здравствуйте. Ассаляму алейкум. Да, это телеканал, крымско-татарский телеканал АТР. Как вам удалось увидеться, как вам удалось пробиться через эту стену? Ну, для меня это необъяснимо, потому что я на самом деле ехал вместе с адвокатом Олега Дмитрием Динзе и архиепископом Климентом для того, чтобы снимать на видео короткий сюжет об этой поездке для Радио Свободы.
И, в общем, изначально у меня не было никакой надежды, даже никакой идеи о том, что я могу попасть на свидание, так как это строгий режим. Ну, как удалось? Как это получилось? Ну, это чудо, просто... К вам кто-то подошел, сказал, если вы не хотите зайти к коллегу, заходите, или как это было? Ну, не совсем так. Дело в том, что адвокат обмолвился о том, что, возможно, есть, раз мы что-то ехали, мне позволят какой-то телефонный разговор, если уж нельзя увидеться. И вдруг спустя какое-то время представитель администрации неожиданно совершенно сказал, что да, мы вот готовы пустить Аскольд. Угу. Очень интересно. Хорошо, как он выглядел? Вы его видели? Вот вы последний, кто его видел? Да, он похудел сильно, на 8 килограмм, как он говорит, с момента начала подготовки голодовки. Но передвигался он самостоятельно и был относительно бодрым для 22-го дня голодовки. Очень интересовался всеми новостями, которые происходят, и связанные с его голодовкой, и с его друзьями, но вообще даже шутил. Вот. И поскольку он в некоторой изоляции, не понимал вообще, что происходит, какая была реакция на его голодовку. И для него, конечно, было большой неожиданностью узнать, что вот буквально весь мир охватили акции в поддержку, что пошли в 30 странах, в 80 городах мира акции. И это очень важно, что его не забывают и что его поддерживают. Он передавал всем большое спасибо. Привет. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы фильм сняли. Если вы нам дадите права, мы покажем его тоже на телеканале АТР, чтобы увидели. Да, спасибо. 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 Мы так разделили эфир, что как-то все-таки вы от власти, фракция БПП в парламенте, самая крупная парламентская фракция. Как вы считаете, мы все делаем, вот, и как власть, и как гражданское общество, для того, чтобы освободить наших политзаключенных? Ну, во-первых, вы вначале тоже задали вопрос, що кожен із нас да, робить. Конечно, да? Тобто конечно. я буду відповідати і дійсно як діючий депутат, і як громадянин. І власть все-таки. Як громадянин. І те, що в межах своїх повноважень я можу робити. Ми це робимо. Я бачу, як роблять інші колеги. Да? Я все ж таки бачу, наскільки обізнаний, наскільки на кожній міжнародній зустрічі президент піднімає це питання. Але дійсно я хотіла би просто розділити, що ми знаємо всі, хто це зробив. І хто автор цього. І це не ФСБ, це одна людина, це Путін. І дійсно, так як сказав правильно Микола, що страх, да? Вот він внушає страх. И то, что уже возможны все варианты, сколько мы оговариваем с 2014 года, но, к сожалению, вот это полювание на украинцев и крымских татар, оно продолжается. И опять-таки, оккупированный Донбасс – это одна история, да, но тяжелее история – это Крым. И мы, когда вместе были за Ахтемом в Турции, да, мы тоже видели, что любые, скажем так, методы мы используем, любых мы, как говорится, на компромиссы готовы, лишь бы вернуть одного, двоих, трех, неважно. То есть и сейчас основное, то, что мы тоже на всех встречах говорим, есть 23 русских, которые совершали террористические преступления на территории Украины. И не только там в зоне АТО, а на территории Украины. Они у нас заберите, здесь, да, они в тюрьмах украинских, заберите их, и мы готовы их обменять. Но нам надо вернуть наших людей как с тюрем российских, так и Донбасс. Сейчас мы видим, для меня было очень, конечно, важно коммюнике, то, что на G7, да, говорили, это вспомнили аннексию Крыма и ответственность России, и то, что это должно продолжаться, важный формат нормандский, и в рамках нормандского это Минский процесс. То есть, и в принципе, сейчас мы уже видим, что даже российская сторона говорит, что это должно оговариваться на гуманитарной группе в Минске. То есть даже вопрос русских. Окей, мы готовы на любой формат. Но опять-таки мы тут хотели бы, чтобы международная поддержка была более сильной, если они уважают международное право, если для них права человека – это очень важно, если для них жизнь человека тоже является очень большой ценностью, мы хотели бы видеть их больше
тыск, да, на Путина. Мы видим санкции, мы понимаем, что тоже в коммюнике было написано, что будет продолжение санкций, а может быть их усиление. Но нам хочется действий. Я честно вам хочу сказать, что мы действительно не дипломатичны уже. Мы и нашим европейским коллегам, и американским, и всем нашим международным коллегам говорим прямо. Вы не будьте очень схвылеваны, а вы сделайте дальше. Вы говорите об этом. Мы видим сейчас международную поддержку, как просто там другие люди, да, и диаспора наша в разных странах поднимает. Но тут самый важный момент, то, что мы сейчас это обсуждаем, это действительно сами Олег Сенцов, да, Кольченко, Балух, то есть они сами своей голодовкой, рискуя своей жизнью, привернули більше уваги, ну, нежели мы, в принципе, к сожалению, мы все вместе делаем. Спасибо за такую поддержку. Я хочу несколько слов сказать. После разговора вчера с Мустафой Джемилевым я сам ужаснулся от той мысли, как Мустафа обычно о таких вещах спокойно говорит, он вообще не любит больших возгласов, но насколько драматично вот сейчас происходит то, что происходит сейчас с Олегом. То есть он отчаялся, голодовка – это отчаяние определенное. Он видит, что действительно что-то, что недостаточно делается. Он благодарит всех за поддержку, это, в его письмах это есть, и они все в публичной плоскости находятся. Но что сказал Мустафа Джемилев? Что голодовку объявляют очень много разных людей в тюрьмах. Причем это и криминалист, криминальные какие-то элементы, кто-то еще. Неважно, вообще могут объявить, потому что там не нравится какой-то вид из окна. Это вообще просто любой. Но как дальше происходит вся эта история? Это очень важно, чтобы это все знало все общество. Это не просто для того человека, который это объявил. Во-первых, его не переселяют сразу с камеры. То есть все арестанты, которые находятся внутри с ним вместе, они принимают пищу. Объявивший пишет заявление, отдает его фактически туда, как это называется, тот человек, который, администрация тюрьмы, они принимают что-то, но они его не переселяют. И он находится в камере, где остальные принимают пищу. Это происходит, может быть, неделю, может, полутора недель происходит. Потом его переносят, так как он начинает слабеть, его переводят в отдельную камеру. И вот в этой отдельной камере, вот Мустафа сказал, что происходят совершенно такие вот ужасные вещи. Этого человека начинают принудительно кормить. Причем завязывают руки, ноги. И формулировка, он идет уже в формулировке администрации тюрьмы, как голодующий человек. Очень интересно вот именно слог, как построен, именно не голодающий, а именно голодующий, потому что человек принудительно, который идет на это, то есть он идет специально для того, чтобы голодать. И этого человека начинают кормить специальным раствором, таким физиологическим, которым ровно 2600 калорий. И причем, что сказал Мустафа, он сказал, что буквально через час опять хочется есть, потому что организм не участвует в переваривании этой пищи, да, и, соответственно, насытить этот организм не может, и те органы, которые отвечают за пищеварение, они фактически бездействуют, и совершенно в любом случае, получается, это все приходит в негодность, атрофируется. Но голодовка, да, это очень важно, даже когда человека держат в таком формате, человек считает, что он голодующий. Я прошу, чтобы включили Мустафу Джемилева. Это очень важно, чтобы вся страна знала об этом. В Омске в 1974-1975 годах и голодовка Сенцова, она, конечно, отличается. Тем более Сенцов, он говорит не о своем личном освобождении, об освобождении всех политзаключенных. Такого рода голодовку объявлял Анатолий Марченко. Он на 117-й день, по-моему, голодовки умер. И это действительно оказало огромное влияние на дальнейшее освобождение политзаключенных. Вот слова Мустафы Джемилева, да. Кстати, очень важный элемент, то, что все-таки Мустафу Джемилева освободили благодаря в том числе и Марченко, потому что его смерть сколыхнула все остальное сообщество мировое, и его обменяли. Надо отдать должное, то, что все-таки... Да. Я думаю, что рассматривать подобного рода позицию и Сенцова, и Балуха с точки зрения отчаяния, это не будет правильным. Это люди достаточно с принципиальной позицией. Это протест ихний. И если, как сказал Аскольд, что не все он это знает, не все, что творится в обществе и на международной арене по актуализации, да, вот этого процесса, политзаключенных, то тут тут и надо
подумать о механизмах, чтобы в столь дальние, отдаленные колонии, а Россия очень в этом плане много-много тысяч километров, и это совсем другой этап отслеживания наших политзаключенных. Он настает после того, как их с Крыма вывозят. В Крыму мы про всех все знаем, потому что туда доступ легче. И тут государство вот в этом плане должно уже задумываться и разработать механизмы, чтобы раз в месяц от имени государства, не только защитники или там родственники, а имея возможность и оказывать давление, и иметь средства, в конце концов, чтобы посещать. Тогда и информированность наших таких ребят будет достаточной. Но когда я говорю о протесте, я имею в виду, это их борьба, понимаете? Это борьба за то, чтобы мир не был равнодушен к той ситуации, в которой оказалась Украина. Но это в первую очередь и есть борьба за то, чтобы украинский народ не был равнодушен. Это некое такое, понимаете? Вот когда речь идет вот этот опрос, я бы его действительно, Ленор, разделил бы на две позиции. Что делает украинский народ в вопросе, связанных с политзаключенными, и что делает власть? В данном случае, если касательно власти, власть, она применяет все механизмы, то, что возможно, но, к сожалению, сегодня Путин не готов говорить только сейчас с нашей властью. Поэтому подключаются и президенты влиятельных держав, но, к сожалению, мне кажется, и они не готовы отказаться от чего-то ради там жизни Сенцова, Балуха и других. Понимаешь? И как это видно? Я уже как-то сказал, если Меркель приехала и встретилась с Путиным, и как результат хотя бы не вышел Сенцов или там Кольченко, или Балух, или кто-то еще из 70, значит, должны увеличиваться санкции. Это уже неуважение не только к нашей стране, это неуважение к лидерам других держав. Если Макрон поехал и не добился освобождения Сущенко, это значит, сборная Франции не должна ехать в знак протеста на чемпионат мира в Россию. Да. То есть тут... И нам бы хотелось, чтобы так было, да. Секундочку, это не только хотелось, это открыто звучит как позиция нашей власти, нашего общества. Но тут мы еще должны говорить о активности наших граждан. Если мы проводим флешмоб или акцию возле посольства России, это должны быть тысячи украинцев. Тогда послы соответствующий сигнал будут давать и в Москву. Вот второй аспект – это внимание. Они требуют актуализации, я имею в виду наших политзаключенных, той борьбы, как воспринимает в первую очередь наш народ украинский. Да, но... Можно я просто добавлю, что, к сожалению, действительно у нас реальность такова, что Макрон поехал, и после своего визита было вложено 2,8 миллиарда евро, да, в инвестиции в Российскую Федерацию. То есть, к сожалению, это мы тоже не боимся об этом говорить, что это двойные стандарты. Но он точно говорил. Ми говоримо про Сенцова і Балуха. А ми про них Сенцова говоримо, звичайно. і Балух, вони не є слабкі, так само, як не є слабкими інші хлопці, які ув'язнені. Ми не говоримо про їх слабкість. Балух, і Сенцов написали листи. Лист, який написав Володя Балух, зачитав Ахтем Шойгос при президенті. І справа звільнення наших політв'язнів нібито зрушиться. Тільки цікаво, кого зараз оберуть туди і хто буде в цій комісії по звільненню. Це перше. Не може слабка людина, не може написати листа. Це дуже сильні листи. Тепер, що стосується Олега. Олег теж дуже сильна людина. Він через свого адвоката, згідно закону, щоб не було якихось кривотолків, на другий день, коли Дмитрій Діндзе зустрічався з Олегом, передав два листи. Один лист, який був зачитаний на зустрічі з послами G7. Який результат? Візьмемо до відома, а що Україна? Ну то просте це то зробила? Чи до відома теж взяла? Тепер другий лист. Другий лист Олег мені написав. Це дуже сильний лист. І там не було
Те, що він там плаче, що йому тяжко, що він втратив надію. Це дуже сильний, той лист, який він мені передав особисто, це дуже сильний лист. Там але ніхто не говорить, що вони слабкі, вони сильніші за нас всіх. Це по-перше, Мы сейчас говорим не друг о друге. Отец Климент пытается вот этим эфиром до общества довести. В первую очередь общество. Якщо вони борються там, що ми маємо то боротися і ми тут. мусимо щось зробити. Я за 4 роки, вже скільки було політв'язнів, за 4 роки жоден раз не міг зустрітися ні з ким, хто займається проблемами політв'язнів. Ви мені скажіть, що це? Я є, зараз мене зробили громадським захисником Володимира Балуха. Мене не допускають до СІЗО. Навіть уже Росія по російським документам не допускає мене в СІЗо. Ну, вибачте, але ми ж знаємо, кого не допускають. І омбудсменів, і консула, нікого не пускаємо, але ми ж реагуємо, ЗС реагує. Помімо Балуха, ще був Євген Панов. Він не був, він є. Ну, не перебивайте. Помімо Балуха був ще Євген Панов, до якого мені давали дозвіл відвідати його. Після 4-го дозволу мені заборонили навідуватися його. І там цілу виставу розіграли. На вулиці перед офіцерами ФСБ, адвокатами, поліцією, що нібито я на територію СІЗО проношу заборонені речі. І що? Хтось відреагував? Щось було зроблено? Я щось заяву якусь почув? 4 роки. Балуха судять. Ну, слава Богу, президент підтримує Володимира Балуха. Погроми в церкві. Міністерство культури, ви мені скажіть, хоч одну заяву зробило? Жодної. Тільки донос написала на ім'я патріарха на 4 листа, як їм заважає працювати. Вот суть. Тут стіна стоїть. Ми живемо окремо. Тут окремо. Коли сюди приїжджаєш, тобі весь час кажуть, ну Крим же не український, там же ми не можемо нічого. Так зробіть, щоб був український. А коли тут щось робиш, тобі звинувачують, що ти на Україну щось робиш. А я кажу, приїдьте в Крим і мені в Криму скажіть. Нам вон, вийдіть і перед людьми скажіть, це що ви мені тут, скільки бруду на голову льєте. Я добавить хочу еще. Вот сегодня в Москве состоялся митинг разрешенный в поддержку политзаключенных против репрессий. Но вот считайте, на 15-миллионный город собралось меньше 2000 человек. Да? Здесь, в Украине, слава богу, никаких разрешений на митинги не требуется. Можно выходить каждый день. Да? И вот сколько выходит людей в поддержку украинских политзаключенных? 2000? Да? 5000? На мой взгляд, ну это позорище. Да? Почему народ никак не информирован? Почему народ никак не поддерживает? И, на мой взгляд, конечно, общество должно в этом направлении двигаться. Власть должна пропагандировать среди народа вот эту поддержку, чтобы это не превращалось в междусобойчик правозащитников. Спасибо, Николай, спасибо. Это, кстати, не в своем ключе говорить что-то про власть в Украине, но спасибо, что ты сказал. Это очень важно. Это очень важно именно от человека, который защищает непосредственно этих политзаключенных, каждый день с этим сталкивается. У нас есть мама и супруга Балуха на скайпе. Только супруга, а мама где? Дайте, пожалуйста, нам. Да, добрый вечер. Здравствуйте. А маму куда мы потеряли? Ай, мама не дождалась уже. Ну хорошо. Время. Да, дождалась. Вот здесь есть и представители власти, представители Меджлиса, тоже власти украинской, которые являются в Крыму. Есть Климент Симферопольский, архиепископ Симферопольский и Крымский. Здесь есть очень крупные журналистские издания. Есть замминистра юстиции, есть спецслужбы. Вы скажите, вот как вам видится, как достаточно ли делаем сейчас с материка все мы для освобождения Владимира Балуха? Ну, как сказать здесь? Ну, все возможное, что вы можете делать, то так и получается. Я не знаю. Хорошо, спасибо. Тому що вона там знаходиться і всі зараз мислі Наталії присвячені мамі Володимира Балуха. Бо мама Володимира Балуха дуже сильно здає здоров'я. В неї відказують ноги. І тому Наталя зараз розривається між тим, щоб якось зробити передачу до Володі,
Це що за передача? Це одежа. Їй раз, дійсно, що зараз, слава Богу, трохи легше. Чому? Тому що зараз у Володі Балуха щоп'ятниці приблизно йдуть суди. І тому, коли його привозять в Роздольне, то їй легше забрати оці брудні речі і передати чисті речі. В Сімферополі це робити значно тяжче. Але Наталя ще й доглядає маму Володю Балуха. Жінки понад 90 років, вона ледве ходить. Вона каже, я не знаю, чи дочекаєш взагалі, коли його випустять. А саме страшне, що було, це коли був початок цього процесу, коли Володю спочатку поселили під домашній арешт, і Володя не міг навіть з хати виходити, бо браслет так був приспособлений, що він тільки міг пересуватися по хаті. А потім, принаймні мама його бачила. А коли приїхав УФСІН і забрали, оце був самий страшний момент, коли на очах у матері забирають дитину. А потім мені треба було ще приїхати і мамі сказати, сповістити, що суд заарештував Володю і Володя залишиться у ув'язненні. І тому Наталя зараз дуже багато робить для того, щоб просто підтримати маму. Наталя сама вже виснажена. Якщо б ви її бачили обличчя, вона вже, це тільки кістки і шкіра. Спасибо. Олеся у нас хочет сказать по этому поводу. Пожалуйста. Щоб привернути увагу, тому що це дійсно дуже болюча тема, і вона болюча не лише з точки зору долі конкретної людини. Ми бачимо, що це долі близьких людей, дружин, матері, це з точки зору держави, з точки зору загалом, як елемент тієї війни, яку веде Росія. Тому я просто хочу заакцентувати увагу на деяких моментах, можливо, з тією метою, щоб ініціативи, які можуть пропонуватися для звільнення наших заручників, таким чином можуть бути, скажімо, якимись іншими або більшими і так далі. Дуже добре, що ми використовуємо цей елемент перемовин про обмін, коли є тут 23 російських громадянина. Але ми всі прекрасно розуміємо, що в Росії ніде не звучить, що взагалі ці громадяни є тут, в Україні. Росія це приховує. Для них, в принципі, доля чи 23, чи там 30, чи там більше російських громадян, це не є болючим питанням всередині країни, на відміну від України. По-друге, коли ведуться перемовини, ми ж бачимо, що за ці 4 роки, коли йде війна, вразливості і залежності України від Росії, як я вважаю, стало набагато менше. Але питання заручників – це якраз одне дійсно з таких болючих питань. Цим питанням Росія продовжує шантажувати, тому що це зачіпає не лише тих людей, як я вже сказала, які мужньо тримаються, а їхні сім'ї. Це болюче сприйняття реалій. Ми постійно ставимо запитання, чи достатньо робиться всередині країни з боку держави і з боку суспільства і так далі. І щодо Криму, то я думаю, теж всі прекрасно розуміють, що це ж постійний елемент, постійний процес, вірніше. Це ж не те, що когось там схопили, ув'язнили і все. А процес звинувачень, обшуків, залякувань, він триває. І я думаю, це робиться для того, щоб поступово змінювати структуру демографічну, з тим, що якщо колись може виникнути питання, наприклад, референдуму, щоб змінити до цього часу, в принципі, витіснити всіх нелояльних тих мешканців, хто там є. Тому, от таке усвідомлення масштабу, в принципі, і чому Росія до останнього, скажімо, цей інструмент використовує. Я не думаю, що хтось хоче з російської влади, щоб ті люди, які мужньо тримаються, щоб вони повернулися, і що вони в цьому зацікавлені. Тому, можливо, усвідомлення саме складнощів цього процесу, можливо, це додасть ініціатив різних, скажімо, від суспільства, які можуть якось, допомогти цьому процесу. Ще треба ініціативи. Закон України, який намагаються розробити, який намагаються прийняти про політв'язнів, він прийнятий. Гроші виділили, депутати проголосувати не можуть. Ми говоримо про якусь геополітику. Що Росія там робить, що Росія тут. Є конкретні люди. Значить, більш активна участь суспільства. Я з вами погоджуюсь. Конкретні люди сидять ув'язнені. Закон про їх захист є? Фінансування їх родин є підтримка? Я з вами погоджуюсь. Правозахисники мають гроші на утримання адвокатів. Ви мені про що кажіть? При чому тут Росія зараз? Я з вами погоджуюсь абсолютно. Росія свою справу робить. Ви мені скажіть, що ви зробили для того, щоб захистити цих сімей? Так я говорю, що ми це повинні всі робити. Щоб мама Володі Балуха
покупала ліки, і принаймні мала ці ліки, а не те, що люди тайно з двору збирають по копійки, щоб передати ув'язненим, купити продукти, купити ліки. Мова йде. Хто захистить цих людей? Ну, дуже добре, що ви про це кажете. Так чим більше суспільство це розуміти, тим більше тиск буде здійснювати. Все, кто с Крыма приезжают, очень так тонко воспринимают все эти аспекты, и это, в принципе, понять можно. Но то, что здесь масса общественных организаций участвует в поддержке, и в том числе семей политзаключенных там, и в том числе в активизации юридического сопровождения этих дел. Ведь в Крыму немаловажно, что очень трудно находить адвокатов и очень трудно обеспечивать судебное сопровождение. И Николай знает это. Это тоже роль общественных организаций. Однако, на самом деле, именно через влияние этих общественных объединений произошел факт того, что государство выделило средства на поддержку семей, на поддержку политзаключенных, адвокатской деятельности. И тут уместно говорить о том, что механизмы реализации уже принятых решений нужно активизировать. Вот недавно, буквально на встрече с президентом, создался этот координационный совет, который, я думаю, что вот эти все вопросы, связанные и с семьями политзаключенных, и с их сопровождением юридическим, и с вопросами освобождения, то, как общество об этом думает, или какие-то еще инициативы. Думаю, что для этого и просто будет работать Саволов, этот просто что совет. говорит Климент, и что, в принципе, говорят об этом все журналисты, кричат уже, и сами политзаключенные. 4 года прошло, 5-й год пошел. Об этом речь. А еще 10, может, Вот, еще пару лет пройдет. Может. Подожди, Ленурбей. Да, может быть. Может быть. Но если мы сегодня будем общество настраивать и поднимать, и вести, например, к власти, которой заранее мы знаем, что она не может разрешить это своим желанием или влиянием. И другое дело, поднимать общество и вести на то, чтобы международное сообщество болело каждый день, и утро президентов ряда стран начиналось с повестки дня. Это уже второе оппонирование. Я думаю, что это первое. Да, второе оппонирование после Марии о том, что международное сообщество должно прийти, сделать. Нет, да. не сделать. Да. Оно несет ответственность. Оккупация Крыма, война на Востоке. Это в первую очередь ответственность международных институтов, дававших гарантии. Они говорят о том, что... И сегодня конечно, да. И несоблюдение прав человека, несоблюдение прав заключенных, насилие над ними, это все есть ответственность международных институтов. Все передавать. И мы не можем сегодня сказать, что есть власть в Украине, которая обязана там предпринять меры, чтобы их всех освободили. Я не думаю, что мы, конечно, должны об этом говорить. И все время напоминать и власти, и через журналистов, и через общественные организации. Еще лучше будет, если вот на все эти мероприятия, связанные по политзаключенным, будут 1000 украинцев выходить. Это еще сильнее будет позиция государства. Это очень важно, да, очень важно. Вот я хотел бы все равно вернуться к власти, потому что гражданское общество у нас, слава богу, в этой стране есть. Я хочу, чтобы все-таки дали, вот я прошу прощения сейчас у супруги Володи Балаха, сейчас мы дадим просто вот именно те письма, которые мы разослали. У нас омбудсмен есть, и в этом вопросе я Климента действительно поддерживаю, потому что омбудсмен есть у нас, его выбрали мы, потому что выбрали его депутаты, выбрал президент как гарант Конституции. Есть уже там помощники какие-то, там 2-3, которых выбрали, мы тоже их увидим, они тоже не пришли. Минтот, замечательно, это Министерство по временно оккупированным территориям, сейчас скажу, вы пока не считаете, я вас сейчас представлю. Это все-таки общество требует, чтобы эти люди были. Климент с Крыма прилетел. Пономарев нашел время, Олеся приехала, Светлана Крюкова. Мы все это обсуждаем, Данила. Мы все это об этом говорим, потому что это важный момент. Потому что общество должно давить через депутатов ли, или напрямую на власть давить, но власть должна реагировать, раз такие вещи происходят. Или, может быть, что-то я не то говорю, может быть, хотя я так лично сам думаю. Сейчас давайте вот послушаем, сейчас вот отец есть Павла Гриба, кто не знает, да, это именно Павла Гриба, сейчас Игорь Гриб.
Я сейчас расскажу вкратце, кто, что и почему. Здесь Павел, парень, который переписывался с девушкой в Фейсбуке, в каких-то мессенджерах, и решил поехать к ней в Белоруссию навстречу. Просто парень, который, да, действительно проукраинский, украинец, патриот, молодой парень, 19 лет, поехал навстречу к девушке в Белоруссию. Казалось бы, шут такое простецкое дело, но почему-то вдруг оказался в застенках Кремля в Краснодарской тюрьме, так, в Краснодарской ВСе. Вы на следующий день выехали, это отец Игорь Гриб, но вы сейчас, получается, и как отец политузника уже Кремля, и вас буквально вчера или позавчера назначили еще и в Министерство по оккупированным территориям, должность даже дали, какой-то глава департамента. Далі, я проходив конкурс відповідний, враховуючи те, що починаючи з минулого року, я в зв'язку з цим обставинами став займатися цією правозахисною діяльністю, і коли ми стукались, от як всі тут присутні казали, головою в різні двері, і потім бачачи те, що не все виходить так, як воно має виходити, і коли цей відділ був створений при Міністерстві тимчасово окупованих територій, бачачи це, я порадившись з нашими правозахисниками, з родичами політв'язнів, кажу, давайте я висуну свою кандидатуру, піду на цей відділ для того, щоб ми могли лобіювати наші інтереси, скажімо так, всередині з виконавчої влади. Ну, заперечень не було, я проходив конкурси, і на підставі конкурсу був призначений, так, в четвер, буквально 2 дні, 4-5 там працюю. І буквально за ці 2 дні я зараз можу, скажімо так, акцентувати ті питання коротко. В чому проблематика? Перше, в країні для того, щоб щось було, перше, це треба мати законодавчу базу. Дуже слушно було сказано Владикою Климентом стосовно закону. Дійсно, 5-й рік війни, закону нема. Поки не буде закону, який регламентує статус цих політв'язнів, на підставі якого можуть ці родичі, ці політв'язні отримати юридичну, гуманітарну і іншу допомогу, нічого не може сунути з місця. Тому це на зустрічі буквально в п'ятницю президента України, коли він збирав родичів і політичних в'язнів, і військовополонених, було прийнято рішення президентом створення координаційної ради при президентові. Призначений, він оголосив, що призначений головою цієї ради буде один із заступників голови адміністрації. Туди будуть входити тільки ті люди, які дотичні до цієї проблематики, не рада для ради, а для вирішення цієї проблематики. Було наголошено на тому, що для створення все ж таки треба активізувати прийняття цього закону і залучення правозахисних організацій підготовці цього законодавчого проєкту закону. Чому? Тому що існує багато зараз, біля 9 проєктів цього закону, що все ж таки відпрацювати ґрунтовно цей закон і його прийняти. Спасибо. Да, спасибо. Вот у нас, да, давайте хорошо, Василий Вовк, генерал СБУ. Да, давайте, генерал, это не профессия, счастье, да, давайте. Надважливе питання, мабуть, йому потрібно дуже багато уваги приділити. Але я все-таки не погоджуюсь, хоча все правильно, з тим, щоб ми створили комісії, ради, обговорили закони, як то про звільнення Донбасу 1,5 року обговорили і вже звільнили Донбас. Я за негайне звільнення всіх політв'язнів у Росії і заручників на сході України. Всі кажуть, треба зробити. От треба зробити. Могли би. А я кажу, як це зробити? Це робиться дуже просто, і тут такі нотки прозвучали від шановних ваших спікерів. Всіх майже. Повинні ми не в якості просячих сидіти в нормандському форматі і в мінському форматі. Я в мінському форматі, коли працював, я ганяв цих хлопців навколо готелю. Перша умова – це ультиматум України. Не Путін говорити повинен, коли він приїде на нормандський формат, а ми. Звільнення тих, хто незаконно утримується на Сході, і звільнення політв'язнів в Росії на основі сфальшованих справ. Перше питання, і без цього питання нікуди не рухатись. І все. А то ми в місць приїхали, об'явили чергове перемир'я, яке не виконується. Для чого це? Кому це? От питання. І Україна повинна жорстко зайняти позицію. Відмовитися від подальших перемовин, виконання Мінського, де, до речі, записано. Термінове звільнення всіх утримуваних осіб. Незаконно, хай так написано. То давайте цей пункт першу виконаємо. Це людські долі, це долі сімей, дітей, матерів, які ми бачимо. А ми обговорюємо і намагаємося прийняти закон, раду створити. Що з тої ради? Нічого з тої ради не буде. Не буде поради. Ультиматум. У меня вопрос есть к генералу СБУ.
Сегодня Трамп отозвал свою подпись под коммюнике G7, где четко европейские лидеры выразили желание увеличить санкции. Странно, наша власть тоже виновата, что Трамп на последнем этапе себя так повел? Ні, так я ніякому разі владу не звинувачую ні в чому. Я кажу, що потрібно ставити ультиматум. Отец Климент крик души говорит. Мы пытаемся здесь говорить о том, что государство должно вот это разработать. Вы сегодня, с точки зрения, там, в 2014-2015 году формат был создан, я сидел тогда. Вы сейчас говорите, что вы тогда так думали. Давайте сегодня не реализовывать свою политическую позицию, а реализовывать вот освобождение политзаключенных и конструктивный диалог с властью для того, чтобы они разработали необходимые сегодня и законы, и какие-то постановы, и какое-то влияние, и участие общественников в реализации этих норм, положений. Хорошо. Данила, вам слово. Я вибачаю, що я забираю увагу аудиторії. З першого пункту я хочу сказати, що норми міжнародного права розповсюджуються тільки на сильних. Крапка. Далі, як кажуть у нас в селі, благословіть владико. Я абсолютно солідаризуюся з вашою позицією. Я ставлю собі питання, чому є безсмертним народ, який нам з вами дав, а можливо ще комусь в цій студії, дав Спасителя. Одна з відповідей полягає в тому, що в синагогах перший пункт при розподілі грошей, знаєте на що? На викуп полонених. Це має бути, мало би бути в основі, не знаю як сказати, на вістрі державної політики держави України. Викуп, обмін не має значення. Якщо для цього треба оголосити війну Російській Федерації, запровадити військовий стан, значить треба оголосити війну, запровадити військовий стан. Тепер поставимо і розробити всі ті закони, про які ви говорите. Тепер поставимо собі чесно, дивлячись в очі, в даному випадку ми з вами християни, чи здатна наша влада на такі речі? Відповідь є ні. Тому я прошу вас абсолютно, тих, хто нас чує, припинити слухати всі ці розмови про 47 реформ, коли останній український бранець ступить на українську землю. От тоді можете мені розповідати про ваші реформи, які всі присутні в цій студії. Так само, як і я, так само, як і кримські татари, так само, як і мільйони українців, які живуть на материку, на своїй шкурі кожен день відчувають ці реформи. В ті дні, коли гине Сенцов, гине Балух і гинуть наші інші бранці. Дякую за увагу, я сказав. Я часто їжджу в Ізраїль. І в Ізраїлі приводиться приклад, коли взяли військового Ізраїля, одного, і за нього випустили сотні тих, хто вважався терористами. Чому ми не боремося за наших людей? Спасибо. Чому? Спасибо, спасибо, Я прошу включить крымскую солидарность. У нас есть скайп крымской солидарности. Давайте мы, закончим сейчас с супругой Татьяной Балух. Вот вы сейчас нас слышали, видите, здесь жаркие споры, все-таки свобода слова, оно накладывает отпечаток, все-таки люди хотят выговориться. Вы все-таки скажите, вот именно как супруга политзаключенного, поверьте, здесь и власти, если вас услышат, скажите, вот что бы вы сказали, хотя бы по пунктам, первое, второе, третье, что бы вы хотели, чтобы сделали все-таки на материке мы? Ну, я бы хотела, в первую очередь, чтобы всеми силами, или как-то, чтобы его хотя бы, обменяли его, чтобы он вышел с этой тюрьмы. Спасибо, спасибо. То есть, да, спасибо. Вы хотите что спросить? Да. Да, давайте, конечно. За мужество ее. Давайте, пошли. За то, что она, давайте. Вот вы сейчас слышите нас. Мужа поддерживает. Да, мы благодарны очень за то, что вы так действительно и маму поддерживаете, и поддерживаете мужа. И мы знаем, какое у вас сейчас состояние, что вот он похудел на 30 килограмм. Но, скажем так, то, что касается международной истории, мы
делаем все, что возможно. То, что касается внутренней истории, мы сейчас услышали. То, что удается, мы делаем. Да, конечно, может быть недостаточно. Но вот сейчас действительно будем уделять внимание больше в тех органах, которые створені. И мы вас просим просто сил вам и поддержки. То, что есть некоторые моменты, то, что мы работаем с крымскими татарами, просто, к сожалению, не обо всем мы тоже можем говорить в прямом эфире. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что включились. Вы бесстрашная женщина. Спасибо большое. Я хотел бы добавить. Вот понятно, украинцы вправе критиковать свою власть, но здесь важно поставить ключевой вопрос. Политзаключенных украинских в России удерживает не Верховная Рада тем, что она там не приняла какой-то закон, и удерживает не Кабинет министров, и уж точно не президент Петр Порошенко. Удерживает Кремль и Путин. Да, соответственно, для того, чтобы создать условия для освобождения, необходимо, в том числе с привлечением международного сообщества, сделать так, чтобы удерживать этих людей было существенно дороже, чем отпустить. Потом вот 23 человека, которые на обмен. Да, Кремль не заинтересован в них. А в ком заинтересован Кремль? Давайте вспомним. Путин при разговоре с Порошенко назвал конкретную фамилию. Да, российский журналист Вышинский, он говорит. Остальные его не интересуют. В отличие от Украины, россияне делят на несколько сортов тех, кто им нужен. Поэтому, если Кремль хочет вернуть Вышинского, необходимо ставить такие условия, как ставит Израиль, когда освобождает, как сказал владыка Климент, своего военнослужащего Делата. За Вышинского пускай отдают всех троих, всех 50. Как договориться? И для этого надо привлекать международное сообщество. Вот только таким образом можно их освободить. Иначе эти люди будут годами, десятилетиями. У нас синхрон с Вышинским, давайте послушаем, вот посмотрим. И у нас есть то, что говорил сам Путин с Кремля, что он говорил по поводу этого обмена. Давайте послушаем, что они предлагают. Журналиста Вышинский, да, его ведь задержали и арестовали сейчас на Украине за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции. Вот это абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей. Она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правоохранительных, правозащитных организациях. Что же касается другого фигуранта, это вот господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, поэтому разные и несопоставимые. Поэтому мы пока об этом не думали. Ну и какой закон Верховная Рада Украины должна принять, чтобы вот этого безумца, чудовищного, принудить отдать нормальных ребят? По-перше, я би хотіла дійсно розділити те, що відбувається всередині нашої країни, і те, що відбувається ця робота міжнародної спільноти. Коли говорили про те, що Україна не реагує, реагує Міністерство закордонних справ, реагує Міністерство юстиції, відразу відкриваються, тобто є справи, відразу ноти. Тобто це все є процедури згідно міжнародного права, якого дотримуються, я думаю, тут пан Сергій мене додасть. Те, що стосується омбудсменів. Ви всі прекрасно знаєте, що навіть комісарів по правах людини в міжнародних організаціях не пускають до наших бранців ні в Росію, ні в Криму. Наразі, дійсно, президент був змушений провести прямі переговори з Путіним, щоб допустили омбудсмена з України до наших бранців в Росії, і так само російська приїхала до цих бранців, знову ж таки, тобто він визнав, що вона приїде подивитися на цих 23 росіян.
І мені здається, що це вже все ж таки, скажімо так, сигнал і початок. Те, що стосується всередині країни. Перше, я погоджуюсь, що процес по прийняттю закону затягнувся, тому що було декілька проєктів. Зараз 2 проєкти намагаються поєднати, зробити в один законопроєкт, який буде однозначно прийнятий до кінця цієї сесії. По-друге, я розумію, що може вже в деяких випадках якісь там політичні кампанії розпочинаються, і дійсно в усьому винна влада, ми так звикли до цього. Але не треба змішувати реформи з бранцями, тому що якщо ми всередині країни маленькими кроками все одно рухаємось, і вибачте, ми зупинили російську армію, наші добровольці зупинили цю російську армію на східному кордоні, то це 2 різних абсолютно питання. Те, що стосується внутрішньої історії, дійсно ми маємо більше про це говорити. Ми зустрічаємося з політв'язнями. Може Ахтем підтвердити, що президент особисто знає історії кожного. Іра Геращенко взагалі з усіма родичами на зв'язку. Я не можу, як генерал СБУ, зараз говорити о некоторых вещах, которые имеют отношение к переговорам президента с рядом других президентов. Мы не можем, потому что, в принципе, мы все видим результат, что Макрон едет и договаривается порядка там на 3 миллиарда, договора подписывает. Мы видим, что не выходит ни один из политзаключенных. Мы видим, что в том числе при прямом участии Порошенко едет Меркель в Москву, и с надеждой, что мы хоть кого-то под чемпионат мира получим. Но она уезжает оттуда, абсолютно не договорившись, но договорившись по некоторым бизнес-позициям, да? И мы видим сегодня, как Трамп, глава великой державы, отзывает свою подпись под коммюнике. Поэтому это проблема Украины на каждой международной площадке, я об этом говорю. Это не только проблема крымских татар и жителей Украины, граждан Украины в Крыму, и это не только проблема украинцев в Украине. Войну развязали, Путин развязал против Украины, абсолютно проигнорировав, а может быть даже для того, чтобы поставить перед фактом весь мир. Поэтому весь мир несет ответственность за ту ситуацию, которая это здесь. Опять я понял. Это мы несколько раз говорим. Ахтем, скажи, пожалуйста, омбудсмена мы выбрали? Да. Выбрали. Он есть? Есть. Он может сесть на машину и доехать до админ-границы с Крымом? Может? Для того, чтобы потом по АТРу сказать, что приехало и не пустили. Откуда мы знаем, что его не пустили? Я, например, вам откуда скажу. Мы знаем? Скажи, Ахтем, что его не пустили. Вот я вам скажу, Лутковская приезжала ко мне. Большое спасибо ей за мужество. Но кроме информированности, государство и общество ее визит ничего не мог дать. И то же самое касается предстоящей договоренности и поездки 2 омбудсменов. Информированность пока только на этом уровне. Не тешьте себя иллюзиями. Человек, который сегодня сказал, за что он держит Сенцова, за что он держит Балуха и всех остальных, это его личное отношение. Поэтому от его личного отношения будет зависеть освобождение. А тут как раз-таки большую роль играют мировые лидеры. И наша задача, чтобы эти мировые лидеры не разменяли нас на бизнес-интересы, на финансовые интересы. Все понятно. Мировые лидеры. Сейчас, секундочку, я просто хочу сказать Лутковской, чтобы сопарить, что я тебе страшную тайну раскрою, что когда Лутковская к тебе доехала, мы подняли большой шум, все журналистское сообщество. Именно того, чтобы она туда поехала. Айдер начал эту кампанию, и мы все об этом шумели, и она поехала. Они нашли способ и договорились. Мы же... Способи є. Да. Навіть тоді, коли я поїхав до Олега Сенцова, і коли спілкувався з начальником колонії, мені чітко було сказано, що російське законодавство по відношенню до церкви дозволяє відвідання священнослужителям ув'язнених. Є 2 форми. Якщо релігійна організація зареєстрована на території Російської Федерації і є священник, перший пункт – це коли ув'язнений пише заяву, як це було з Олегом Сенцовим, і мені згідно закону і його заяви можна було війти.
але я не надав документів. Другий варіант – це коли релігійна організація, яка зареєстрована на території Російської Федерації, укладає договір з СУФСІНом. Тоді представник релігійної організації може спокійно відвідувати ув'язнених. Я от зараз задаю питання. Чи буде на території Російської Федерації, я казав, є приходи церкви Київського патріархату в Москві і в Білгороді. Є юристи, які готові сьогодні, адвокати, працювати в цьому напрямі, щоб зробити легальну парафію, не те, що зробити легальну парафію, та парафія, яка діє, відпрацювати російське законодавство, щоб представник цієї парафії міг спокійно входити в всі. Не смійтеся. Не смійтеся. Смішно. Він просто юридичну точку зору хоче сказати. Почекайте, дайте мені завершити. Добре. Бо мене, я кажу, що може мені держава зараз надати якийсь правовий захист і правове супроводження з боку України? Может или нет? Может, нет. Давайте розуміти, Я не беру Крим. Я не беру Крим. Я беру вже материкову Росію, Білгород. Щоб уйти з-під питання в Криму, що зареєстровано. Бо воно все рівно може бути... Давайте дадим возможность ответить все-таки, да. Єдина причина, чому за весь цей час в Крим немає доступу жодна постійна моніторингова місія міжнародна, і всі ті доповідачі, які намагаються туди потрапити, це не тому, що Росія не хоче їх пустити, вона готова їх пустити прямо зараз, якщо вони отримують це дозвіл, як утримання, як частина російської території. Вони з радістю пустять всіх, хто визнає Крим російською територією. Що було з ЗМІ в Криму? Перереєструвалися ті, хто забажали реєструватися за російським законодавством, яке настільки жорстке і дозволяє в будь-який момент закрити будь-кого, що вони знали, що ті, хто зареєструється, далі будуть говорити тільки те, що вигідно Москві. Те саме відбувається в усіх напрямках суспільного життя. Якщо ти починаєш грати по російських правилах і реєструватися за їхніми правилами, ти попадаєш в кабалу. Ти не зможеш завтра нічого сказати, і ти вимушений будеш приходити і в телевізорі посміхатися і кивати головою. Тому ми ніколи не будемо змушувати нікого реєструватися за російським законодавством ані в Криму, ані в Росії, тому що далі ці люди будуть змушені грати і нести відповідальність за російськими правилами і не зможуть нічого сказати. Церква має особливе ставлення, і я сподіваюся, що якраз... Церква може зараз виступити тим містком, якого немає між двома бусменами. Але треба, щоб це питання було озвучено і відпрацьовано. Давайте задаємо позицію релігійних організацій в Російській Федерації. Значна кількість політв'язнів в Криму – це послідовники Хізбут Тахрір, тобто ті люди, які не подобаються Російській Федерації. Якщо ти сповідуєш іслам не так, не в той спосіб, як подобається Російській Федерації, ти злочинець. Якщо ти сповідуєш християнство не так, як це потрібно Путіну, ти є злочинець, це по законам. В Росії немає церкви, яка би захищала людей. В Росії будь-яка церква захищає державу, це починається з часів Петра. Не треба мати ілюзію, що погравши по російських правилах, церква зможе бути незалежною. Жодна церковна організація в Росії не є незалежною. Вони всі приходять на поклон до Путіна, сидять в рядах і мовчки благословляють війну, яку веде Росія і в Сирії, и в Крыму, и в Украине. Зачем? Они имеют сан, все пост, они все про релігійні організації, які відносяться до Київського патріархату, а не до Московського. Давайте ми от церкви перейдемо у нас. І мова йде про те, що священник може бути тим зв'язком, якого нема між двома бусменами. І священник може зайти. Да, мы еще и можем сказать, что до сих пор и такие благотворительные организации, как Красный Крест, не могут войти в Крым, имея и представительство и на материковой России. Но то, что говорит отец Климент, надо подумать, потому что если есть отделение Украинской Православной Церкви на территории материковой, может быть, некие процессуальные нормы можно будет просмотреть. Или включать, или отца Климента включать в какую-то международную делегацию, для того, чтобы он мог. То есть мы должны искать инструменты. Що між заважає або зміну чи України,
чи Росії разом зі мною поїхати. І для того, щоб я просто подивився на цих людей. Путін. Ну, хотя при чем тут Путин? Да, давайте, конечно, давайте. Оце те, що ми зараз обговорюємо, хай мені вибачать, це є наслідки війни. Ми говоримо про роль церкви в цьому процесі. Я говорив про захист наших політв'язнів і їх родичів з боку держави нашої. Але головна проблема де лежить? Лежить вона в Росії, це перше. І вирішення цієї проблеми, якщо ми бачимо вже на 5-му році війни, вирішення її, на жаль, воно лежить тільки за допомогою західних країн. І ми це всі начебто признаємо, а потім переходимо на наслідки. Тільки залученням, правильно пан Ахтем каже, тільки залученням світової спільноти і тих лідерів, які можуть вплинути на лідера Російської Федерації, можем добиться чогось. Скільки бы наломали копий в цих дискуссиях. Я не имел в виду, что все зависит от Путина. Я имел в виду его позиция известна нам всем. Значит, мы должны искать инструменты. Правильно, правильно. Селям алейкум, вы слышите нас? Да, нас слышно. Крым татар телеканалда, Крым татарлар үшін ашчық лаф еттік мына. Шон үшін сіз үшін күчат еттік, башка вақтымыз жоқ еді, чоқлары лаф еткен еділер. Я просто хочу сказать, извиниться, что мы столько времени люди сидели на скайпе, чтобы с нами включиться. Это матери политзаключенных, матери супруги, матерей нет, да, с вами только супруги политзаключенных, тех ребят, которые именно по делу Хизбут Тахрир преследуются в Крыму. Это дело каждого крымского татарина. У нас нет разделения по религии, по конфессиональному признаку никакому. Вот мы сейчас здесь, я повторяю то, что говорил Татьяне Балух, говорю на русском языке, чтобы вы меня поняли. Вот власть представляет здесь несколько человек, здесь огромное количество журналистов. Сейчас вас смотрит вся Украина. Ну так думаем мы, что смотрит вся Украина. Мы транслируем и в YouTube, и в Фейсбуке. Есть какой-то перечень вопросов, которые вас сейчас волнуют, которые бы хотели сейчас сказать прямо сейчас? Вот 1, 2, 3. Что нам нужно сделать здесь, на материке, раз мы здесь? Салям алейкум. Ну, мы, как всем уже известно, на сегодняшний день количество политзаключенных в Крыму находится. И то, что сейчас происходит, факт, что это касается всех. Это может коснуться любого. Каждый крымский татарин и мусульманин сейчас находится под угрозой. И Украина, как государство, которое защищает права граждан, но сейчас в нашей реальности она не может защитить права граждан Крыма. Мы хотим, чтобы Украина включила и начала действовать все возможные рычаги для того, чтобы освободить всех политзаключенных. Что бы вам вот лично для вас, вот вы скажите о себе, что для вас важно сейчас? Как бы вы ранжировали бы поддержку нашу вам? Для нас важно это, чтобы наши мужья были возле нас. Понятно. Ну как вам помочь? Прям по пунктам разбейте, что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Вот, к примеру, мы слышали эфир, и там говорилось о том, что при президенте Украины будет открываться Координационный совет по освобождению политзаключенных. И вот нам бы хотелось, мы считаем, что в данный совет обязательно должны входить матери, жены политзаключенных, родственники, адвокаты, то есть те люди, которым мы можем доверять. Услышали, это раз. Еще что? Но совет завтра ваши вопросы не решит, это очевидно. Вот в деньгах у вас сейчас есть потребность именно... Ну а почему вы об этом не говорите? Конечно же есть. Вот у нас сейчас остается вопрос, это оплата адвокатов, это медицинское обслуживание, да, детей. Вот насколько нам известно, что в Украине выделено количество определенных денег, да, но мы не можем пользоваться этими деньгами для того, чтобы оплатить адвокатов, медицинскую помощь детям и так далее.
В этих вещах некоторые пытаются скромно замолчать, но 5-й год войны идет. 5-й год, понятно, что можно сказать, и действительно, что на войне и огромное количество погибло людей, и действительно горе в эту страну пришло с приходом сапога российского суда. Но каждая судьба, она несчастна по-своему, поэтому здесь мы не можем оставлять вот так вот все это вот так. Вы сейчас говорите то, что вы хотите, то есть деньги нужны еще. Я думаю, что, Ахтем, мы говорили о том, что в Министерство по оккупированным территориям выделены деньги. Об этом Я в первую очередь хотел бы поблагодарить наших мужественных жен за то, что они в такой ситуации. Это когда сидишь тяжело. Но очень хорошо и всем вашим мужьям сейчас известно, насколько тяжело вам всем. И, конечно, какой след это оставит детям. Вот за ваше мужество, çok sağ olunuz. Siz pek ularga yardımcı olasız. Kalgan şeylerin kısmet olsa biz erkin köteremiz. Ve pek hattı koyamız. Yakında bilesiz. 3 tane çıkımız gelip gitti ve prezidentke açık-açıkten söylediler bütün sizlerin adınızdan. Что касается финансовой поддержки, то, что сейчас делается на общественных началах, мы пытаемся реализовать, и чтобы государство приняло в этом участие. И я думаю, что в ближайшее время просто государственные деньги, к сожалению, имеют процедуру некую прохождения. Но я думаю, что начало положено и будет результат. Вам я не буду терпения желать, потому что вы должны бороться за своих мужей, и вы очень хорошо за них боретесь. И мы должны вас всегда слышать. Чаще выходите на такие эфиры, чаще сюда приезжайте. И мы все будем вас слышать непосредственно. Çok sağ olun kızlar. Говорите, все на общественных началах. Да, действительно, поддержка народа, джимата, который все время с нами, это очень важно. И действительно, мы чувствуем тех людей, которые стоят за нами, что мы не одни, что эта проблема не конкретно наша, не конкретно моя, как жены политузника, не конкретно Айше, не конкретно вот нас, а это проблема всего народа, всего общества. И сейчас идет действительно та мирная борьба, за мирное существование, за справедливость, чтобы были учтены права всех людей, конкретно в данном случае наши. Сағол, айтacak böyle bir laflarınız yoktur başka? Все третий, да, вопрос я бы хотела озвучить. Это вот мы постоянно приходим на суды, и на суде судья постоянно говорит, что не может отпустить мужей даже под домашний арест, так как у них есть второе гражданство, и они могут убежать. То есть все страны признали наших мужей политзаключенными, но как такового Украины этого нет, этого механизма не разработан. Поэтому мы хотели бы, чтобы рассмотрели этот вопрос, позвали правозащитников, чтобы они в этом содействовали и разрешили этот вопрос. Sağ olunuz. Bizden hepsilerden, telekanal ATR'den hepsilerden sizge çok sağ ol. Bütün milletten, bütün milletten Ахтем. Украина халқından. Вы можете от украинцев поблагодарить, потому что вы все-таки, мы от всей Украины не можем говорить. Мария, почему не можем? Мы граждане Украины. Мы просто все-таки депутат, более высокий статус. Давайте вам. Я скажу, как опять-таки гражданин, и если, простите, если неправильно скажу, Тецекюр Эдерим, за ваше мужество, и мы действительно знаем, что вы не только боретесь за своих мужей, вы боретесь за свой народ, и мы просто очень вас просим бороться. Спасибо вам большое. Да, еще скажу, что все-таки... Да. Сказали, що вони вважали, в цю координаційну раду буде пан Чийгоз входити, це так я маю на увазі. Туди будуть входити представники правозахисних організацій, які дотичні до цієї проблематики.
Тобто там не буде якихось випадкових людей, там будуть тільки ті, яких і ви знаєте, які займаються цією проблемою для того, щоб це не була якась роздута чергова там інституція, яка там рада для ради, а щоб реально це вирішувати питання при президенті, щоб максимально скорочений був шлях до вирішення любого питання, які будуть виникати. От таким чином вони сплановано. Будемо сподіватися, що все ж таки, так як ми спланували, воно буде працювати, і той механізм допомоги нашим громадянам і в Криму, і в Російській Федерації, які там знаходяться за ґратами, все ж таки запрацює як наймога швидше. То, что вы говорили по закону, действительно мы с вами знаем, что до этого финансовые вопросы, скажем так, по мере возможности мы решали по одному. Сейчас эти 98 миллионов гривен, которые выделены, ну вот как раз разрабатывается действительно механизм, чтобы он конкретно попадал каждой семье, то, что касается Крыма. И отдельно идут программы тоже, сложно говорить то, что касается там детей. Вас, как для вас, наши женщины в первую очередь сказали, что для мужей, которые и для крымских татар, и для других граждан Украины в Крыму, борющихся, важно, чтобы государство дало оценку этой борьбе, и финансовая сторона – это не первое. Первое – это статус, политический статус. Поэтому думаю, что с этого мы должны начать. Принять этот законопроект. Савол, у нас есть представитель крымской солидарности здесь, Ситумеров. Алейкум салям. Микрофон поближе. Салям алейкум, добрый вечер. Хотел бы сказать два момента, хотел бы подчеркнуть. Тоже вот мы сейчас видели жен политзаключенных. Среди них очень много жен тех людей, которые последние годы, в то время, когда кто-то бездействует в кабинетах, кто-то просто отсиживается дома по каким-то причинам, они реально работали. Я этих ребят знаю. Они не оставляли ни одного человека, который сегодня в Крыму оказался под произволом каких-то репрессионных процессов. Они ходили, бегали. Сегодня они сами, вот, например, в частности, была жена Сулеймана Асанова, Марлена Асанова, жена Сервера Мустафаева. Это те люди, которые, я их очень хорошо знаю. Они по 4 часа в сутки спали. Из-за чего? Из-за того, что все свое время, оставив бизнес, оставив свои личные интересы, занимались проблемами тех, кто попал под каток репрессионной машины сегодня в Крыму. И сейчас, как минимум, да, я считаю, что государство Украина должна в дань должного то, что они свой арекет, свою вот, борьбу вели, начать новый этап по борьбе за их освобождение. Это первая сторона. И вторая сторона, которую я хотел бы отметить, это если Украина считает себя или хочет, чтобы ее считали как страна, которая себя, по крайней мере, уважает. Вот немало примеров было, когда говорится, что за одного человека чуть ли не войны объявляют. Поэтому я не предлагаю объявлять никаких войн, но какие-то решительные шаги, кроме слов, я думаю, настало время уже начать делать. Чохсавол Ситумер, да, очень хорошо, пронзительно сказал, потому что вот Сулейман Асанов, о котором сказал сейчас Ситумер, человек, который кормил, своим бизнесом кормил очень многих крымских татар в Бахчисарае, и он держался 4 года, его закрыли и в итоге посадили. Его у него работали как раз тогда, я помню, и даже делали акцию в поддержку его, и очень много в Бахчисарае людей выходило. А вот Сервер Мустафаев, вот супруга, я просто не знаю, какая из него супруга, да, вот именно Сервер Мустафаев это организовывал стримеры. Он стример такой очень хороший, и он снимал как гражданский журналист, хотя, понятно, АТР только это показывал в основном, но Крым Реалии, чуть-чуть там какие-то другие СМИ. Это вот все события, которые там проходили, это стримеры осуществлял. Он знал, что его посадят. Он знал, мы обсуждали эту тему, и он готовился к этому, но к этому готовиться все равно нельзя было. Поправлю, пожалуйста. Да, давай. Поправь. Я понимаю, что мы все готовимся к этому, но я не думаю, что каждый из нас, когда туда попал, понимает, что он готовился. Не упрощайте. Мы просто готовимся всегда к борьбе. А Сервер Мустафаев, правильно ты очень сказал, он сегодня там, и он сегодня борется за право не свое, он мог отсидеться, как некоторые. Он борется за права своего народа.
Машаллах. Именно так. И в отличие, да, Савол, только я сейчас вспомнил тот момент, когда Ахтембей уезжал с Киева в Крым, и мы знали, что ты сядешь, и ты сказал, что я сяду, а вы меня вытащите. И вот с этой мыслью ты уезжал. А я тогда, помнишь, я сказал, ты будешь сидеть долго. И вот эта фраза, ты сказал, не думаю, вы меня вытащите. Ты надеешься на нас. Могло быть дольше. Да, могло быть дольше, это точно. И вот эти слова сказал. Да, и... Мы все предполагаем. Я не знал, мне говорили, не уезжай, ты сядешь. Да. Я, главное, понимал, что я скажу в ответ людям. Поэтому все, кто сидят, они руководствуются в первую очередь порядочностью. Они знают, что в такой ситуации они должны быть впереди народа и нести тяжесть. Тюрьма – это некий фронт борьбы. Я, честно говоря, ни за Балуха, ни за этих ребят не переживаю. Они эту войну на своем фронте выиграют. Ленур Ага, я еще хочу сказать... Вот много говорится о роли государства, и действительно государство должно работать, но не стоит, наверное, прибегать к каким-то крайним патерналистским настроям. Да, главная движущая сила – это общество. Нужно поднимать украинское общество. Как в Крыму люди в условиях оккупации самоорганизуются, собирают сами средства на поддержку детей политзаключенных. Да? Извините, больше 40 миллионов человек здесь на материке. Надо проводить работу, надо делать какую-то социальную рекламу, говорить постоянно об этих политзаключенных. И тогда это общество уже будет толкать государственных чиновников к принятию тех или иных решений. Савол, да. Есть что сказать? Конечно. Мы, да, ведем информационную войну, поэтому у нас 4 журналистов, которые находятся у нас в нашем штатном расписании, сегодня в списке. Есть? Богдан, давай. Хочу одну штуку таку сказати. Є така цікава штука, називається телерейтинги, яка міряє, от, власне кажучи, як люди, серйозно, як люди дивляться програми. Як ви думаєте, яка зараз найменш популярна тема серед наших дорогих телеглядачів і українців? Відкрию вам секрет. Це Крим і тимчасово окуповані території. От чому найбільша проблема. Розумієте? От я абсолютно погоджуюсь. Так, ми безумовно маємо вимагати від держави більше абсолютно, я вважаю, жорсткої позиції. Ми маємо використовувати в якості, вибачте, обмінного фонду дуже багатьох людей, які тут навіть в студії сьогодні були. Ну це вже моя особиста думка, окей, менше з тим. Я просто маю на увазі, розумієте, дуже багато українців у нас. От ви ж чули, да, всі, що у нас, скільки, вже 6 тисяч людей збираються поїхати на чемпіонат світу з футболу до Росії. 6 тисяч людей. І як ви думаєте, з них всі вата? Вони там всі за Путіна? Ні. Їм просто пофіг. Вони не вірять в Україну. Ні, їм просто пофіг. Так слава Богу, туди їм і дорога. От цих витаскувати не треба. Якщо вони туди їдуть, хай там сидять. От реально, це не ті громадяни України, за яких ти... Якщо ти дебіл, ти маєш за це відповідати. Але от в мене питання до всіх інших. Хлопці, дівчата, скажіть, будь ласка, а це кого має тільки хвилювати? Тільки кримських татар? Журналістів там, кілька там священнослужителів. Кого це має хвилювати? Це має хвилювати українських громадян. А українських громадян думають так, воно ж мене не чіпає, да? Я зараз холостяка посмотрю, нічого, все. Правду я кажу? Богдан, только самая рейтинговая передача какая? Серіали по одному з каналів, які належать у нас людині, яка у нас Роттердам Плюс. Ну, что сделаешь? Это или танцы со звездами. Вы очень правильно сказали. Если с утра до вечера включаешь и слышишь, что здесь только воруют, и что власть ничего не делает, и что власть обязана, и что власть вот это, то общество очень сложно потом направлять на то, чтобы оно, скажем так, влияло на население в этих вопросах. Так давайте, вот вы журналисты, давайте мы не о коррупции с утра до ночи говорить, которую нам придумали с России, и говорят, что основная беда в Украине, оказывается, коррупция. А я считаю, что основная беда в Украине – это то, что нас кинули. Гарантируя нам безопасность, нас оставили. Теперь сегодня полумерами хотят защитить. Давайте направим наши усилия с утра до вечера говорить, что народ Украины должен каждый день помнить о политзаключенных, чтобы на флешмобы выходили тысячами. Давайте об этом говорить. Легко сегодня тоже на этом мосту говорить о том, что государство то не сделало, это не сделало. А давайте поговорим о том, что сделала конкретно, скажем, программа, канал АТР
в плане того, чтобы примером быть для других, чтобы такие мосты проходили на других каналах. Давайте это сделаем. Я майже кожному своєму ефірі, де хоч якийсь є привід згадати про Сенцова, Кольченка, про кримських татар, я про це згадую, повірте. Роблю все, що можу. Але зрозумійте, будь ласка, я ще раз вам кажу, 6 тисяч ідіотів. І це не, зрозумійте, проблема не тільки в мас-медіа. Проблема в тому, що ми зараз тільки проходимо формування політичної нації. І дуже багато є, ну я не знаю, як назвати, манкуртів там якось, які вважають, ну це ж мене не стосується. А що, у мене там тетя в Росії живе. А что ВКонтакте отключили? Слышь, мне там удобно, там группа классная была. Я там нормально покупал. В чем проблема? А что такое? Не так все плохо. На жаль. Войну мы На выигрываем. жаль. Мы смогли защитить и не пустить дальше врага. Сегодня Вибачте, вот эти 6 женщины... тисяч. Просто это тоже осягніть есть цю думку. борьба. 6 тисяч на 5-му році війни. Я ще раз звертаю увагу. Сьогодні в цій студії була людина, чия засіб масової дезінформації призводить багато в чому до того, що такі люди є. На жаль, вона вже звідси пішла. Я ще просто, вибачте, не договорив. Головний редактор того видання, цієї людини, яка публікувала той список, це Ігор Гужва, людина, яка знаходиться зараз в розшуку за державну зраду. І зараз він переховується, наскільки я знаю, в Австрії, в Відні. От і все. Скажіть, будь ласка, а ви пробували, щоб дійсно от зібрати всіх своїх різних журналістів, різних каналів? Хороша ідея, як це кстати, було да. під час Революції Гідності? Ну все ж таки всі дотримувалися... А нет такого профсоюза, вы знаете, вот нет такого. Ні, я не про профсоюз, ну тобто журналісти до журналістів. Спасибо большое. Вы знаете, мы все разные. И политики разные, и оппозиционные, и властные, и депутаты. И мы можем ругаться сколько угодно долго, и это нормально. Мы в демократической стране живем, да? Но есть такое понятие, я в математическом классе учился, да, числитель, а есть знаменатель. Вот этот знаменатель, в нем должен быть Крым, потому что с него все началось. И это война, наше горе, это горе этих людей, всех-всех-всех. И в этом знаменателе должен быть Донбасс, потому что наше горе, война и жертвы, да? Вот мы обо всем остальном можем друг друга переругаться насмерть, да? Вот как угодно, да? Вот. Но в одном мы должны быть едины. И журналисты, да, и нам надо, наверное, создавать какую-то группу журналистов, которые будут постоянно про Крым, крымских татар, про Донбасс, про узников и так далее пушировать в СМИ, потому что мы в развлекаловку ушли. И Богдан прав, очень много людей реально развлекаются. Ну, кто-то от усталости, кто-то от равнодушия, кто-то от чего-то. Это дает рейтинги. Это дает рейтинги, да. А горе рейтингов не дает, да. Но мы должны это делать, мы должны долбить эту стену. Я вас уверяю, мы долбили по разным поводам и продалбливали, и мы продолжим. Государственная информационная политика должна быть? Такой вопрос. Я считаю, что когда... Богдану, да, очень, я очень верю, коротко, да. Я считаю, что если... То есть, понимаете, государственный чиновник, он должен быть инициативным. Вот на любом посту. Он для того существует, да, чтобы объединять людей усилия, ему это проще, эффективнее вести за собой. Есть неравнодушные люди, но есть и равнодушные люди. Я не хочу фамилии называть, я надеюсь, что мы должны все вместе это делать. Не ради своего пиара там или кого-то, а ради того, чтобы вот людей этих освобождать. Ну и вообще все, да. Нужно вести позитивную пропаганду. И это должно исходить от государственных органов в том числе. Нужно собирать этих журналистов, независимых здесь, в России, да, в Украине. Да. В России все они под одно. С кураторами, да. Здесь нужно собирать и вести, говорить о политзаключенных, вовлекать общество в эту проблематику. И тогда общество уже будет давить на власть к принятию правильных решений. Кто будет собирать, людей. Николай? Да, вот. То есть кто будет собирать всех журналистов? Кто? Слушайте, здесь есть Министерство информации. Так. Да. Без власти нельзя. Потому что если журналисты за 4 года... Потом скажем, что мы давим. Потом скажем, что власть давит на них. Если журналисты за 4 года не смогли собраться, значит их надо собирать. Может быть, первое время насильно собирать. В начале войны волонтерство, журналисты. Вы помните, какая была массовая? Почему все сейчас говорили. этого нет? А война еще продолжается, а люди никак не могут это вот понять. Ну, они надо их подталкивать к этому. Если Айдер собирает этих людей, мы не устали, надо вы его не поддержать. устали. Насколько я понял, тут все, кто не вошел в список 47 журналистов, стали ставить под сомнение то, что было ли, допустим, чудовищное предполагалось покушение против одного из них. Поэтому, если власть соберет, опять будут говорить, что оказывают давление, или этих 47 собирать. Поэтому давайте, наверное, вот вы, как АТР, выйдете с инициативой, пригласите в следующий раз сюда, в зал, на этот мост,
и 1+1, и ICTV негосударственные, и Интер, и других журналистов. И попробуйте с ними пообсуждать. И почему они говорят о том, что Сенцов в достаточной мере говорят или нет, о том, что Сенцов сидит, о том, что Балах голодуют они, о том, что 70, это которых мы знаем, политзаключенных, о том, что в Крыму репрессии. Пригласите. Мы приглашаем каждый день, но все-таки я так думаю, что гражданское общество должно сподвигать власть и государственные институты на то, чтобы они заработали именно в юридически формальной плоскости. А если будет каждый гражданский активист будет брать на себя роль государства, это можно делать в определенное время. Не надо роль государства брать. Да. Надо свою инициативу в том числе в этом направлении развивать. Хорошо, но эфир пора заканчивать, потому что у всего есть начало, у всего есть конец. Я хочу закончить словами Мустафы Джемилева, который в 1984 году, 15 февраля, на очередном своем 6-м процессе сказал такие замечательные слова. О них уже многие забыли, но мы, крымские татары, особенно те, кто в активном движении находится сейчас, о них помнить должны каждый. Вот что он сказал. 14 лет назад я поклялся, что никогда и никто, и ни при каких обстоятельствах не заставит меня отказаться от выполнения своего долга и обязанностей, налагаемых честью, совестью и национальным достоинством. Я считаю, что каждый сегодняшний, кто посмотрел эту сейчас программу, этот эфир сегодняшний, скажите себе сами, откровенно положа руку на сердце. Сделали ли вы, и ты, кто-нибудь, сделали вы то же самое, что называется освобождение, хоть маломальское освобождение политузников Кремля? Спасибо большое всем. Спасибо, что смотрели АТР. Спасибо гостям, что были с нами. Спасибо экспертам. Низкий вам поклон, что выдержали такой эфир. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Климент, спасибо вам, что вы приехали. Спасибо. Николай. Да.